Значит, сегодня формат проведения нашего совещания немножко другой. Первый раз, наверное, я собрала и заучей и директоров вместе. Шайла мицунью такое ощущение, директор заучки бат и халт улюча иру гадина. Игу бат и организация халт улюча ил колюгу иногда нужно хайнек карахалда директор залги заучалги. Совещание директора с орджо заучасты халюк унару. Для чего делается мы совещание? Совещание гон ходу. Ваша главная задача, они с руссарахалда, рогу не какие-то изменения, Богу не положительный жо, Богу не отрицательный жо. Родорук инон другу заместитель алгун, яги же заместитель алгу, он хайч унигиха, коллектив родорук инон, Боги, результаты хилги, над чем работать, какие пробелы в вашей работе озвучите. Вот главная задача. Не моя задача, они они снак инрук. И основном бачина кларкует унин крутун уняхрач кумажолел он оли китиуг маарлазул. Ноябрь, октябрь, кут ачрет цаут агихайч унани, никлет цаут хасильги кинок анги бук унару. Даже вот и тара временно исполняющий обязанности Сидрат Магомедовна Кируи Гельха, ими цехл. Сидрат даже вчера мне говорит, заведующий садикал азат садак шайл ахулил он. Каждый раз геолю жойся жак аги повторит олю. Садикал дахабура халт эхл продолжение оляк у школы. Жак садикал фундамент еч унани аса кинок ани кианц ак учитель зерук ани халт эхом бажолару. Фундаментальные знания алкарунугу. Но же да садикал да раизи, жак нуж халт ули школалда, то есть росукха. Но же садикал ги росук, буги школалда, но же воспитанник казул успехал кинеругяли. И с этой целью все время приглашали вас, с этой же целью продолжаем приглашать и сейчас. Значит, пишем все вас, но же баркала эль азюк мугусон, но же скудиан халт и хона, ди откликатайс унару образовательный процесс, но все-таки никаких анани койз уларха. Поэтому последствия гибат ирук и нам сон от ирахич они нужрахич они варухки олюк инчу очень все благодарны удианс подмога бач анил сониланги она хединги цин крумгеч илгранхтит евжигис сунеч илангиха. Так, жака бишунгуце первый четвертый хил кина халт иги холюк ара отделахки методические центры, кина результатки жа абуги, кина школа хил, кина хасильги буги, абак алдын уже да губи хизгиук ини, и был хабо сонах пицуню анги рейтинг хомбак хумук инчу, рейтинг уже хона, сайт алдыг хумугу, бок аржани ракиски бехула, поэтому жак ва ахирал рейтинг хорах вала нишаник участвует он хугуйхунг участвует он хабкиук аржо хал цифрайл он нужоц айчгук ини хагаб цоцсокун нужоц сок ини бук ини нужоргу школа хилбуги результатки нужоргу буги активный халтиги зауч халтичгуиш накикумуги директор халтичгуиш накикумуги руководитель организатор халтичгуиш накикумуги яги предметный учитель зазулишбук ин коли халт и хечели каждый чтоб сидя хеб экрана хлопки балагун нужется нужойгу кымат кезюкин. И при этом первый четверть алда, первый четверть албук, она сельхоз работает, ола, там каникул крюн, рач, он сурахнику накнян, первый четверть албук жени, кецела школа, ол кидагу, первый четверть один канилха, дальше сюда лучше иних результат он. Будем считать первый четверть алда худ унугенха активно халтич он соцшкола, он, пожалуйста, Сидрат Магомедовна. Так, теперь перейдем к нашему рейтингу, да, вот к этим таблицам, на которых мы остановились в этом году, чтобы выявить недостатки, может быть, на самом деле те, о которых говорила Ипатима Хадисовна, может быть, и как-то расшевелить образовательную деятельность в школах, чтобы
наши дети тоже стали участниками образовательного процесса республики, чтобы они могли свои достижения показывать не только здесь, на месте, а и дальше продвигаться, чтобы Хунзакский район не оставался, как Республика Дагестан осталась по функциональной грамотности на красной зоне, чтобы Хунзакский район перешел в зеленую зону. Вот эту рейтинговую систему сделали на 22-23 год. Если это будет не востребовано для нас, в следующем году, наверное, не проведем ее. А если это будет хороший результат, и школы тоже захотят дальше вот в таком темпе работать, и будут результаты по этим рейтингам, мы будем продолжать в этой системе дальше тоже работать. Учитель все время должен работать над собой. Не то, что учитель, вот заведующий все время должны работать над собой. Аттестация олюгу. Аттестация чьюги. Шуебгу направление, никерсу алал киновару инругели, уже почти полгода, даже год, цикун бицунюх никлеца. Ежедневно ник сталкиваться вопрос сталбирук-онго. Ежедневно. Олесидат Магомедовна Хкеона, Никей, Кианг Аниги Кумекбугу, онлайн курсы зулги, информационная поддержка оказывает Олюгу, Хени курсы повышения унцерук, радин курсал гехечо, Халяни обсадки курсал други, вот Гулишат Магомедовна здесь, обсадки курсал други ясалугу, они кутакал хик ругин курсалил Оли, онлайн курсы зул мукат босули бугу нани, шимни карунар, но чанчиес босули. Чанчиха онлайн курсы лугин он удок унюги. Чанчиха вебинар лугин он удок унуги. Например, вебинар лугин он бит улнижец пулана замана кил он чан директор ха удок и он зауч кун организатор гу хехук анек кулюги. Хеч ух анек кул. Ругиатен ругин ал ах. Руги шеч ишали ханчи ножур аттестация ки бихил эб. Ножур дракал колятен дуарос ар балал что эджал балал лугин он минимум 70 баллов арунуа. Руководитель образовательного учреждения, минимум 70 баллов. В курсе повышения лгирук он методом тыкания, балал гирос он, рач он учитель зазул вопрос под иогу, руководителя минимум 70 баллов там нужно набрать. Для этого всего, вот еще раз повторяюсь, надо над собой работать. Жака Сидат Магомедовна Кпицунюги, функциональная грамотность, в ГОСки. Никогда не думайте, что ножой арунжу гурин эбил, он они хакатил удочунук и руководитель. Ножой арунжу как раз. Жака никогда халарижу кида никазресечу. Любое письмо дикач, сперва я ознакомливаюсь с ним, потом только могу адресовать кому-то. Хедин хидал, любое письмо нужно почитать и бач, руководитель должен с этим ознакомиться. Только после этого вы адресуете. При этом процесс пойдет нормально по школе. Шайл унани, нужно бач письмо психолога суки колюгуни, социолога суки колюгуни, пионер вожатия суки колюгуни, зауч по воспитательной работе колюгуни, по учебной работе заучи суки колюгуни, предметный учитель за колюгуни. Вы будете знать при этом, что они все заняты, кто какую работу выполняет. Паштак директор задал письмо к Уральцинхалару. Кина до участия Уральцинхалару. Абсат, если определенно взять планы конкурса Алгона, нижеца хамоц и держани, кина школах участия Гора, кина цалдоханс, кина классах, на какую тему илан хиканани, хебжу халарча игратул анижани. Я не говорю о всех директорах. Я не говорю. Есть здесь очень начитанные, очень результат бихи за стараться голи. Годами халтар, хик директор за гиругу. При этом для этого сделан рейтинг. Вот рейтинг бихи зайля, шай уровень алды хагалкарали. Шай хагадин удуйкар результат бугел. Точно такой же рейтинг мы будем делать по садикам тоже. Точно такой же рейтинг. Буквально на этом месяце. Любое время мы можем выезжать, разговор о главном, ниж бокер школа, бокер на первый урок, мы можем прям всей командой, все девочки разом заходить в жибжи класс салдыжани и будем сидеть на этих уроках.
Шайлан онани, жак патриотическое воспитание, анцик внимание, бугижу шимни гечу, республика алдаги, хукумат алджаниги. Хеб ани кле қари аржу гечу. Но жо даги хулюг жак мобилизация ги буги ахалда, жак бага башари дуния алдоги патриотизм буги химал, жалгу униругу. Жодоца гукон заявление патриотизма буги, рокоги буги зул семьялсык и хавасал униругу. Поэтому патриотизм нике паруна ржогуру. Никер патриотизм буг ары случай, который в Махачкале он митинга лазь от Иракуна ранукара. Патриотизм элементарно, никеде патриотизм бихулюкуна школа держани, только от Игуракхинчуна ниге. Вопрос библиотечного фонда Исана. Бог харчиес кик алда сардик тункун хиканиги библиотечный фонд района гихали халугу школа доги гихали халугу хеч ит ахал киан qarumuги чего необходимо гижа ахали халугу, потому что за это министерство взялся конкретно. Но жор библиотека родский хеп гона. Я элементарно была цалкит школа, да, дит аздаги цунюк ансон. Там в одном классе библиотека лагихара цохо обжу полкогу. Написано библиотека цохо полкаха. Хорошо, хоть одна полка есть, у них, возможно, значит, нету отдельного помещения узи клезиха. Но жотся ой рач арт ахал принимать толи ахалда. Цуосаб айномугил, цуостопт айномугил, он олт арт ахал. Но жотся рук худшези холи хеч унани. Все время будет нехватка ахазу. Все время. Но жодол хамук ини галаграммач аладич анук инчут ахазда. Хеч анук анихет ахазу шот кюк ини ухул порядок кюк инил он. Однако курат ахал бугилан количество анчиды квара анжо на самом деле библиотекалда жани хечо. Все руководители, все заучи, наверное, уже в курсе, что у нас по всей республике, по поручению нашего главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова проходила инвентаризация учебников, выданные нам с 2017 года по сегодняшний день. Это была огромная работа, все работали до поздней ночи, и включая выходные, и министерства, и специалисты муниципалитета, и образовательные организации. Все, наверное, это в курсе, но тем не менее инвентаризация уже прошла, отчет сдан, поехали в министерство, защитили, все прошло благополучно. И уже вся прокуратура республики тоже уже включены в эту инвентаризацию, и прокуратура работает. И поэтому я для себя провела сверку сводного отчета муниципалитета со школьной инвентаризацией. И выясняется, что у нас там расхождение учебников. И расхождение к тому же огромное количество. Почему? Потому что школы не отнеслись ответственно к этой работе. Некоторые ваши библиотекари просто поленились дописать все учебники, потому что был слишком длинный список, или кто-то не знал, как добавить туда графу, или кто-то вообще не знали о наличии учебников в школе. Видите ли, они новые специалисты, они не знают, какие учебники у них до них были, и поэтому таких причин было очень много. Но это нас не оправдывает, потому что свод должен совпадать и со школой, и с муниципалитетом. И поэтому, но тем не менее, у нас есть, никто не отменял, локальные документы библиотечного дела. Есть инвентарная книга, которая должна быть пронумерована, прошнурована и с печатью, подписью руководителей образовательных организаций. Это не просто журнал для библиотекаря, библиотеки, это есть ваш финансовый документ. Потому что учебники это уже финансы и немалые финансы. В этой инвентарной книге должна быть отображен каждый учебник, который поступил в вашу школу. И ваши библиотекари должны быть более ответственными и компетентными в ИКТ специальности, и грамотными. И параллельно с этой инвентарной книгой у нас еще идет и система. Вы знаете, АИС книга заказ, где точно такие же учебники должны совпадать и в этой системе. Выяснилось, что у нас и там пробел. Не все учебники занесены туда, и в систему. Поэтому у нас мы этот вопрос провели семинар совещание с библиотекарами,
и выяснили этот вопрос, не поленилась, подняла все накладные, начиная от 2017 года, которые были мне вручены прежним специалистам, ваши накладные с вашей подписью и печатью, посчитала для каждой школы, каждый учебник, сколько было выдано, и у меня эти цифры сошлись. Провела семинар совещания с библиотекарями, обсудила с каждым библиотекарем каждый учебник, и мы на этом мнении сошлись. У нас сейчас сошлось мнение, и сейчас пока библиотекари над этим работают. Эту работу проводим потому что в любой день прокуратура может нагрянуть к нам, в любую школу. Они будут сверять наши накладные с вашими на местах учебниками. И поэтому мы решили с Патимат Хадисовной, что каждый год мы будем проводить такую инвентаризацию в конце мая, когда соберут все учебники со школьников, с учащихся, когда все книги будут в библиотечном фонде, и будем сверять, если куда-то попались, вернули ли все учебники в библиотечный фонд школы, ответственный ли там библиотекарь, ответственно ли работает там библиотекарь этой школы. И еще ваш библиотекарь, он уже не просто технический специалист, это с 2011 года у них уже поменялся квалификационные категории, они уже педагог-библиотекарь, потому что она имеет полное право участвовать в вашем образовательном процессе в школе, и потому что библиотека это не просто книжный фонд, это и информация по ИКТ должна быть, и выставки, и мероприятия. Во всех мероприятиях должны участвовать библиотекарь. Тем более сейчас у нас на подходе будет уже неделя живой классики. У нас уже скоро начнет стартовать этот проект. И локальные документы. Вот эти накладные, все накладные по учебнику будут вам выдаваться под подписью и под печатью всегда. И вот эти локальные документы, пожалуйста, возьмите под контроль. И если даже эта инвентарная книга заполнится, она должна храниться у вас в архивах, в сейфах, а не его выкидывать. Поэтому, пожалуйста, огромная просьба взять этот вопрос под контроль тоже. И второй вопрос, хочу сказать насчет ранней профориентации. Мы знаем, что у нас в образовательном процессе огромную роль уделяется ранней профориентации детей. И поэтому с этой целью по проекту образования у нас стартовал с 24 августа проект «Билет в будущее». Это «Билет в будущее» – это самый современный просветительский проект, который помогает объединяться педагогам и школьникам в решении таких вопросов, как кем я хочу стать, кто я, зачем, куда, в какой вуз поступить. Это очень интересный проект, который состоится из 6 этапов. На данный момент мы на 5-м этапе. Если вы на должном образе в школах проводите этот проект, это очень интересный проект для детей. Вот недавно для нас была открыта выставка «Лаборатория будущего» для детей, для нашего Хунзарского района. Квота была на 50 человек. Исторический парк России, «Моя Россия», в Махачкале. Никто не отозвался, никто не окликнулся, никто не захотел поехать. Хотя уже маршрут тоже был уже заранее подготовлен. Но с Хунзарской СОЖ номер 1 недавно в субботу под руководством классного руководителя поехали на эту выставку, и я была с ним, я видела, как дети радовались. Детям было очень интересно, выполняли всякие практические занятия, и поездка удалась. Поэтому у нас сейчас остался последний этап, это урок рефлексии. Пожалуйста, проконтролируйте, чтобы довели этот проект до конца. И еще хочу сказать, что там задействованы 300 учеников с нашего района, и эти дети обязательно должны пройти профдиагностику. Но у нас только 70% дети прошли эту диагностику, и я вас очень прошу проконтролировать этот проект до конца. Вопрос навигатор буха бишунгу проблемный уже последние годы, и нужно толкалха. Доп образование да никера онда
шугу учреждение дополнительного образования гибугу, генижане калиан тренерал гиругу, калиан учитель за гиругу, химал гениживжесу не менее 12 чивук инкола, при этом дополнительно Никергу школа дорогой люди, точка роста руги химал уважания, регистрация геонук инкол, регистрация тоже недостаточно, статусы обучается, рачун гул химал хеч унани, никера он хлюр количество химал зулгрук унару. Никто вам не говорит хеч ижо куайл он, сундук нишин ижо шойзи хайл он, как раз таки ножоца гушоли жо, ножоца гухин ханч уляк алжо олюгу, ножор хага цалу люги химал, жани регистрация гихай, статусы обучаются гирачи. Есть, конечно, там ситуации, уважание руи химал бат, и як алда регистрация гон, жодо егу химал эзи. Слушай, эдян химал грок, ну гяхал эзи, но жодо цей химал. Но жор дуца преподаватель кружок угятанги, секции угятанги, мунил он хачадил огдух химал рекеру нач он халхах эдян рок, ну гяхал. Они сакхан, два сакхан, волхим алгун, цуас жани росун, в конечном итоге и сонах, они руки специалисты зит, ади халт ибак холюк инчон. Пожалуйста, Амина. На сегодняшний день, как Патимат Хадисовна уже сказала, у нас серьезное положение того, что наш район находится в красной зоне по системе навигатор, потому что детей, указанных в министерстве, у нас не совпадает с количеством, реальные цифры не совпадают с тем, что у нас находится количество в навигаторе детей. И поэтому я вот вчера выписала количество детей по каждым организациям. Это также точки роста, дополнительное образование и новые места дополнительного образования, которые у нас в районе есть. Так, это Хунзалская ДЮСШ 414 детей в навигаторе. ДДТ Хунзалского района 243 ребенка, Гацатлинская ДЮСШ 92 ребенка только находится. Это только переведенные из прошлого года, поэтому в этом году никакой работы не проведено. Харахинская ДЮСШ 209 детей. По СОЖ, Амущинская СОЖ 64 ребенка только. Харахинская СОЖ в этом году никакую работу не провела, там вообще ни одного ребенка нет. Ободинская СОЖ 119 детей, Тагадинская СОЖ 18 детей только, Хунзалская СОЖ интернат 77 детей, Хунзалская СОЖ номер 1 52 ребенка, Хунзалская СОЖ номер 2 103 ребенка и Мочевская СОЖ 88 детей. И судя по вот этим количествам, у нас в районе очень небольшое, мало детей получается, конечно. В этом году открывшиеся точки роста тоже это Талайлухская СОЖ, Гацатлинская и Станусинская СОЖ, и тоже, конечно, должны уже начать работу в навигаторе. Регистрация всех школ и садиков в навигаторе уже проведена, до меня еще была, поэтому вам остается добавить программы ваши по точкам роста и добавить на эти программы уже детей. Ну, если у вас возникают проблемы какие-то, всегда вы можете связаться со мной. Я всегда на связи, всегда вам отвечаю и помогу, чем могу. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно всех вас видеть сегодня. И формат у нас такой интересный, что сегодня собрались и директора, и заведующие, потому что есть вопросы, которые необходимо обсудить в совместном вот таком вот формате. Не знаю, Патимат Хадисовна специально так сделала или же это случайно получилось. Можно ссылаться на случайность, но сегодня 20 ноября – это как раз-таки дата начала государственной системы образования, то есть Российской Федерации. Поэтому дошкольное образование вы, наверное, и сами теперь… Случайно, да? Конечно. Но как бы то ни было, дата наша знаменательная, поэтому… С учетом того, что уже начиная с 2018 года по инициативе нашего главы государства Владимира Владимировича Путина объявляется десятилетие детства, и ключевое значение сегодня именно отдается дошкольному образованию наших детей. Поэтому сегодня, можно сказать, все ресурсы наши, и физические, и умственные, и так далее, они все направлены на то, чтобы создать условия
для комфортного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях нашего района и на всестороннее гармоничное развитие этих детей. На сегодняшний день дошкольным образованием в Хунзасском районе охвачено 1370 детей. К сожалению, могу констатировать, что эта цифра у нас уменьшается, к сожалению. И поэтому мы всячески вот, придаем усилия для того, что, с целью сохранения вот этих садов, которые есть. И вы знаете, я уже не раз это говорю, 38 дошкольных образовательных учреждений, такого нет практически более 70% случаев в других муниципалитетах, такого нет. Даже когда мы идем сдавать 85К отчет, нам говорят, вы знаете, у вас 38 садов. Я говорю, да, мы знаем. И спасибо нашему руководству и тем руководителям, которые возглавляли отдел образования ранее тоже, эти дошкольно-образовательные учреждения сохранены. Но теперь мы переходим к основному, к содержанию. Чему мы будем учить этих наших детей в этих уже построенных дошкольных образовательных учреждениях. И поэтому, если изложить основные результаты за первый квартал работы, я хочу остановиться на двух главных тезисах. Первый тезис, первое направление – это обновление и реализация четкой нормативно-правовой базы в сфере дошкольного образования. Мы это сделали. У нас есть административный регламент, где четко все расписано. Он у вас уже есть, он на муниципальном сайте. Мы его предоставили во все соответствующие органы и структуры. Вот. И самое главное, этот регламент, он работает. Это не просто постановление, которое мы издали, и где-то оно там лежит. Точно такое же постановление под номером 347, вот то, что говорила Патимат Хадисовна, и постановление номер 319 о дополнительных мерах поддержки детей военнослужащих, которые сейчас находятся и находятся на Украине, участвуют в специальной военной операции. Это постановление мы реализовали в числе одних из первых муниципалитетов. Это была Махачкала, Избербаш и мы. Мы это сделали. Это работает. Это постановление имеет силу. Более того, в этом постановлении мы освободили родителей от родительской платы всех детей военнослужащих, которые принимали когда-то и принимающих участие в специальной военной операции, они освобождены от родительской платы. И вот ко мне подходило вот до совещания Ахалчи, по-моему, это был, да, детский сад, что они с ноября не берут, с октября, уже со 2 октября нельзя брать родительскую плату, чтобы вы тоже знали и проконтролировали вот эти вопросы. У нас списки этих детей есть, мы сформировали базу, вот, и на самом деле вот тот вопрос, который у нас поднимался с Амущинским детским садом, такого на самом деле быть никогда не должно. Вот это надо просто исключить полностью на корню. К этим детям не должно быть никаких претензий. Так, и следующий вопрос, который касается предоставления льготам земский врач и земский учитель. Такой федеральной льготы нет. Я говорю это каждый раз, но приходится напоминать, потому что к нам опять-таки уже обращаются на имя Сергея Алимовича Меликова, Харахинский, Магомед Камилов, по-моему, да, Адиль. Мама земский врач, но такой льготы у нас нет. Мы не можем каким-то образом повлиять на очередность по предоставлению мест в данном детском саду. Следующий вопрос, который я хочу поднять, это вчера звонили насчет Гацатля. И в Ануси тоже обращение было в прокуратуру по прививкам. И именно прививки, которые касаются полиомиелита, применения живой вакцины.
С сентября 2021 года, мы знаем, вступил в силу новый Санпин 36-38-21. И вот согласно вот этому Санпину есть четкое разграничение посещения детей, чтобы вы тоже знали и отвечали. 36-86 под номером 21, он ставит точку вот этих многолетних спорах. И что можно сказать по этому поводу? Этих детей надо разобщить. Если они получили менее 3 доз живой вакцины прививки, их надо разобщить и отделить этих детей от непривитых детей. Но опять-таки у нас было жалование в прокуратуру Станусинского детского сада, и мы знаем, я это не раз говорю, что согласно статье 3 пункта 3 федерального законодательства Российской Федерации об образовании, мы не имеем права отказывать детям предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении только с тем, что у него есть по причине отказа от прививок. Поэтому мы предложили в Гацатле, в Ивушка Гацатль, разобщить этих детей. В одной группе оставить детей, которые не привиты, и разобщить привитых детей для того, чтобы вот эти дети не были подвержены риску заражения полиомиелитом. То есть все поняли, да? Вот зафиксируйте, пожалуйста, у себя, вы все время спрашиваете. Этот вопрос уже однозначно решен, и он регулируется вот этим Санпином. Свое выступление, мне очень нравится сказка «Маленький принц», это сказка для взрослых, но, как сказал Антуан де Сент-Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. Мы в ответе за наших детей, все, буквально, и заведующие, и директора. И так как директора здесь присутствуют, есть заучи, чтобы вы не имели претензий к нашим заведующим в плане дошкольного, то есть образования, и в плане того, насколько и в каком формате мы должны обучать детей, именно как сфера, как дошкольная сфера, у нас нет подготовительных групп. По современному в ГОСу мы не должны их учить читать и писать. Это чтобы вы знали. Есть такие директора, которые приходят в детские сады и проводят проверку, умеют они или нет. К нам в прошлом году поступали такие жалобы от заведующих. На это вы по федеральному законодательству прав не имеете. Другое дело, когда психолог приходит тестировать, готов ли данный ребенок посещать образовательное учреждение. Есть ли у него какие-то компетенции, навыки и так далее, это совершенно другой вопрос. А когда вы приходите, например, тестировать ребенка, если в данный момент он не хочет, вы не имеете никакого права, согласно федеральному законодательству. И в детских садах не обязаны читать и писать. Ихняя программа не рассчитана для этого, чтобы вы знали. Все, спасибо за внимание. Теперь плавно переходим на вопрос питания. Однако это же не завтрак мы детям даем, мы даем им обед. Кашу и хлеб давать детям нельзя. Это не завтрак. Непосредственно дуншара школа да рисовая каша, четки, чайги клетана. Чангуршат обахуни. Разве так можно? Хорошо, я пришла туда. Абат ичивач арани, худ арки арали килангуре. Туда неграмотный руководитель под рукой тревожный кнопка гюгу, под рукой телефон экстренного вызова гибугу, жугурокой уняхах, охрана цебеги холюгу. Вот таков порядок есть. Но же до хамук книга приема поста сторожа почему нельзя завести? В какой школе есть? Ну, просто неправильный подход к работе. Книга Богу на ней. Вач арзаман аски хала пост сдан. Хит и кинок, они претензий не должно быть. Даже руководитель Симбихич, он подход правильный к работе решает огромный вопрос. Решает. Пожалуйста, в ближайшее время нужно провести во всех школах эвакуацию. Во всех школах, в ближайшее время. И вообще в некоторых школах я вижу, они часто проводят его. Часто проводят он. Но
как положено, его провести надо. Так, инструкции я отправила в садики. Инструкция обязательно, дорогие коллеги, вы видите, наверное, я даже не жду совещания. Здесь любая информация, за которую вас могут наказать, упущение, нарушение, вы знаете, я тут же ее в группу скидываю. Поэтому, ножоргу ЭДС, электронную очередь, инструкция, ножор Жани Кюняк алда, бук инкол уголок, и обязательно хеп дуакалда бамбук инкол инструкция, обязательно. Готово, нужется хай, нужется балай цингуру, готово мы отправили. Могу тоже отправить в школы, но я думаю, в школах это есть. Так, еще один момент, эти доп. Образования, пожалуйста, всем буквально сегодня-завтра представит учебно-воспитательный план и расписание. При составлении расписания, пожалуйста, по совместительству халт ульчай и занугу. Дуа школдаги, они школдаги, цадак цодар школе халхауги. Такое быть не может. Он не может одновременно работать ободаги акачиги. Не может. Так что расписание холяхалда, один момент учитывайте. Каждый берел гон расписание цейхуги ниджета. Так, очень много у нас есть. И школа искусства другу, люди, которые по совместителю работают, и дусишел другу, которые работают. Но и бакалда расхождение есть. Я могу показать. И в прошлом году тоже показала. Просто так я так ничего не говорю. По отношению к спортивной школе сегодня я хочу сказать, я четко скажу, тоже новый руководитель, хорошие результаты у этой спортивной школы уже есть. Значит, Абдулхаликова Магомеда Ануси, тренера, мы можем поздравить. Буквально на днях первое место его воспитанники получили. И участвовали в районе зона чемпионат Дагестана Хебда. Унху первое место, Унху второе место, третье место к ИГУ. И конкретно я выставлю и на сайт, выставим и телеграм-канал Бихизайля. И это руководители, вы этим тоже должны радоваться, потому что они ваши дети. Это ваш тоже успех. Если вы, руководители школ, если будете вести совместную работу с директорами спортивных школ, с ДЮСШ, школа искусств, я думаю, результат у нас тоже может быть лучше. Так, уважаемые коллеги, как и во всей работе, как и у всех остальных, у нас тоже есть и пробелы. Киан старационики есть, которые охватит он бажару ларжо. Есть результат кум бажару ларгун. Киан бок мук аникха. Но, как говорится, рак унтун удани, бицебадисик мавач унил олха. Если совместно нужгун цадак, я очень надеюсь, в этом году мы покажем хороший результат районных. Уже жакагу, если каждый будет заниматься своей работой.